Впервые усиленный наряд полиции у знаменитой башни на 5-й авеню в Нью-Йорке выставили, когда Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты от республиканской партии. Теперь это здание в осаде. Кордоны полиции, агенты в штатском, специально обученные собаки, грузовики с песком. Дом, где живет победивший кандидат, охраняют так же, как Белый дом. Лифтеры знают всех в лицо и по имени, и они не болтливы. А Дональд Трамп на каком этаже живет? Я не знаю, на каком. Где-то тут живет. 200 квартир по 110 квадратных метров каждая. Но семей здесь проживает гораздо меньше. У многих 2, 3 и даже 5 квартир объединены в одну. Магазины, рестораны, свой спортивный зал. Есть публичная зона, куда можно зайти с улицы, парадный холл. Журналистов дальше него не пускают. И зона приватная, только для своих. Добро пожаловать в башню Трампа. Отсюда прекрасные виды. Вид из окна захватывает дух. Центральный парк с высоты птичьего полета, небоскребы, вид на миллионы долларов. Точно такой же открывается из окна квартиры нового президента Соединенных Штатов. В этом здании есть люди, у которых денег в 10 раз больше, чем у Трампа. И не один человек, многие. Это 63-й этаж, а Дональд Трамп живет... 66-й, 67-й, 68-й. Итальянский бизнесмен Джордж Ломбарди не только сосед Дональда Трампа уже больше четверти века. Он его горячий и активный сторонник, как и большинство обитателей этой элитной высотки. Когда Трамп объявил, что намерен баллотироваться в президенты, многие здесь предложили ему безвозмездную помощь. Ломбарди на добровольной основе занялся социальными сетями. Мы начали с 2-3 страничек. Граждане за Трампа, студенты за Трампа, коалиция за Трампа. А сейчас у нас около 500 групп всякого рода. Не только женщины за Трампа, рабочие за Трампа, латинос за Трампа, а еще и байкеры за Трампа, работающие матери за Трампа, сицилийцы за Трампа, евреи за Трампа, поскольку Дональд большой друг Израиля. Есть у нас и очень интересная группа сербы за Трампа. А что сербы тут делают? Ну, если вы помните, один президент по фамилии Клинтон в свое время бомбил их. Так что большинство сербов, и даже те, кто живет в Америке, вряд ли поминают добром миссис Клинтон. А как вы привлекали людей? Я ничего не делал. Мы просто создали группу, и люди пошли валом. Когда мы стали выкладывать в сеть вещи, которые отличались от общего информационного потока, особенно этих крайне негативных СМИ, что случилось? Люди не хотели больше смотреть CNN, которая поливала его грязью. Но ведь опросы показывали, что он проиграет. Я не хочу сказать, что опросы были сфабрикованы. Просто они не учитывали степень откровенности, на которую был готов опрашиваемый. Это сейчас все начинают понимать, что сработал, как я называю, фактор стыда. Трамп был настолько демонизирован в медиа, что люди, особенно в районах плотного проживания афроамериканцев, латинос, других нацменьшинств или в рабочих кварталах, боялись, что соседи скажут: «Смотрите на него, он за Трампа». Так что в официальных опросах они не говорили, что они на самом деле думают. Их спрашивали, а они: «Да я голосовать не пойду», или «Да, мне нравится миссис Клинтон». Вот как в башне Трампа праздновали победу. Заглянуть на вечеринку к соседям виновнику торжества не позволили спецслужбы. Помещение было не проверено. Но веселье это не убавило. Вы ведь давно знаете его лично. Какой он, мистер Трамп? Он считает, что в бизнесе нужно быть таким, знаете ли, агрессивным. А с семьей он очень мягкий, милый. Вы сейчас уже видите, как он меняется. Бронированные автомобили с затемненными окнами подъезжают и отъезжают от башни Трампа. Вот бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Ему прочат пост генпрокурора или главы одного из силовых ведомств. Избранный президент набирает команду, встречается с претендентами. В списке только те, кто поддержал его во время кампании. Трампа выбрали. Теперь выбирает он. Жанна Агалакова, Борис Леонов, Джорджо Савона, Светлана Козлова и Андрей Маслихов. Первый канал, США.